Книга Ташидондок и Сергея Батоевых «История рода Бадмаевых, основоположников тибетской медицины в России». Глава 2. Родственники Петра Бадмаева среди нас. Текст от авторов читает Баир Дугаржапов, ведущий научный сотрудник Агинского национального музея имени Гамбажап Цыбикова. Часть 16. В административной справке указано, в кавычках, Бадмаев принадлежит к первым практикам восточной медицины и к высшему ученому кругу нерчинских лам. Это говорит о Сультим Бадмаеве, после крещения, который получил имя Александр Александрович Бадмаев. Он владеет некоторыми весьма важными тайнами естественных и медицинских познаний, имеет удовлетворительные познания в распознании и лечении болезней. Он знает характер, обычаи и разные поверья бурятского народа. Сами буряты усердно ходатайствуют, чтобы ему была предоставлена медицинская практика. Во время нахождения его по высочайшему повелению, прикомандированным с 1860 года по декабрь 1861 года в первом военно-сухопутном госпитале, Бадмаев не без успеха занимался пользованием некоторых болезней, преимущественно чахотки и рака. По допущению, согласно военно-медицинского департамента, от 19 июня 1861 года выдержал экзамен на звание лекарского помощника. Это цитата, где сохранена стилистика царских времен. Согласно приказу Министерства внутренних дел Забайкальского областного управления за номером 241 от 15 июня 1862 года Александр Бадмаев откомандирован его превосходительством, и опять цитата в кавычках, для осмотра инородческих ведомств, для выявления причин болезней, существующих между инородцами, и составления доклада во всех подробностях. Начальники Агинской степной думы и инородческих управ сообщили Александру Бадмаеву: нет болезней и названий болезней не знаем. При заболеваниях ламы Цугульского и Агинского дацанов по своим книгам проводят лечение больных. Однако сам Александр Бадмаев не ездил по улусам Агинской степи, а только ждал ответа Агинской степной думы. Забайкальское областное управление циркуляром от 13 мая 1880 года предложило агинским бурятам учредить лечебное заведение с аптекой и фельдшером для охранения народного здравия, предупреждения развития повальных болезней. Это тоже цитата со стилистикой царских времен, но получили отказ из-за предстоящих больших финансовых затрат. Вероятнее всего, это решение было обусловлено традиционным образом жизни коренного бурятского населения, влиянием буддистского духовенства и неверием в европейскую медицину. Администрация Восточной Сибири прекрасно понимала сложность обеспечения доступной медицины среди коренного населения, а привлечение Александра Бадмаева к лечению и оздоровлению бурят имело свои веские основания, ведь он, помимо знаний по восточной медицине, хорошо разбирался и в европейской системе диагностики и лечения. Граф Муравьев-Амурский равно и нынешний генерал-губернатор Восточной Сибири засвидетельствовали, что Бадмаев может принести пользу для своих соотечественников бурят как лечением между ними болезней, так и нравственным на них влиянием, как лицо, знакомое с характером и обычаями своего народа. В дальнейшем
Учитывая заслуги Александра Батмаева в деле охраны здоровья подданных Российской империи по ходатайству генерал-губернатора Восточной Сибири и высочайшего государя-императора соизволения, последовавшего 12 ноября 1864 года, он прикомандирован на 2 года на казенный счет для изучения хирургии к клиникам Санкт-Петербургской медико-хирургической академии с сохранением получаемого им содержания из суммы того же хозяйственного капитала Восточной Сибири, где и состоит по настоящее время. Это опять цитата была. Второй после Сультима брат Бадмаев Анчик, тут все в скобке указывает Ванчик, имел сыновей Дугара и Максара, дочь Долсон. У Дугара родились сыновья Жикжит и Дамбинима. Максар имел сына Бамбу Циренова Иртыни, Долсын была замужем за Тагоном, их дети Лыкжидма, Ешинхорлы, Шагдар, Бато, Цепилма и Сысыгма. Дугаров Жикжит имел сына Тавасамбу, и его дети Баир, Пурбадаржи, Долмажаб, Тимур и Анюта. У Баира дети Владимир и Петр. У Пурбодаржи дети Дава, Быликта и Белигма. Дамбинима имел сына Николая, а у него были дети Дарима, Намсалма, Цирен и Нима. Так, 4-й сын после Жимбы, Ампил или Вампил Бадмаев, жил в местности на берегу реки Таптаная, притока горной реки Иля, несущей воды в Седой Анон. Живописная синяя гора Саханай украшала горизонт. Так вот, напротив Саханая есть впадина, названная местными жителями Ампил-Хунды. В школьные годы автора Даштандык-Батоева здесь была молочно-товарная ферма, колхоз имени Калинина. По данным Жикжит-Джабдаржиева, в этой местности находился родовой колодец многочисленного бадмаевского рода. В 50-е годы XX века колодца уже не было, воду возили в бочках из реки Таптанай. Следует заметить, что исследователи Жикжит-Джабдаржиев и Жигмет Тумунов, Регби Пубаев, Найданов и Базаржапова не упомянули о деятельности Вампила или Ампила Бадмаева. Теперь известно, что Ампил или Вампил поехал учиться в Санкт-Петербург. К тому времени он хорошо владел русским языком. Сультим и Ампил поступали в Санкт-Петербургский императорский университет. Ампил поступил и успешно окончил Восточный факультет. К сожалению, нам не удалось обнаружить данных о его работе. Бадмаев Ампил имел сыновей Вампиловых Гамбожапа и Базаржапа Балуудан, дочерей Вампилову Рыкзитму и Вампилову Дыжит. Конечно, состоятельные буряты своих дочерей старались отдавать в жены богатым бурятам. Так, Дыжит вышла замуж за сына богатого бурята Агинских степей Тумы Циринджабе, Циринджаба Ачирова. В Государственном архиве записано так, хотя и допускаются неточности. Следует заметить, что Ачиров Циринджаб, год его рождения 1867 год, исповедовал буддизм. Образование он получил в Санкт-Петербургском кадетском корпусе. К сожалению, в архиве не указано, в какой период он учился. Обосновавшись в Улусе-Уртага Агинской волости, в 1912 году активно занимался скотоводством. Дочь Вампила Бадмаева названа Долма Вампилова, поэтому необходимо оставить имя Долма, а не Дыжит, как записано в архивном источнике. В 1916 году ей было 41 год, а мужем являлся Циринджаб Ачиров. Ему было 49 лет. Родился сын Дашир Абдан Циринджапов.
Когда ему было 24 года, он женился на дочери бурятского, богатого агинского бурята Дашдандока Санданова, которую звали Дарима, и ей в ту пору было 22 года. Здесь необходимо отметить, что бабушка автора Дашдандокбатоева, Жаб Жамсаранова, была 1891 года рождения, и она проживала в Улусе Урдага. Неоднократно она рассказывала, что ее старший брат Циринджаб Жамсаранов был видным и красивым бурятом. Он ездил на коне и верблюдах с улусниками в Бейжинхот по торговым делам. В период учебы в Узонской начальной школе в 1946 году Дашдандокбатоев настойчиво хотел найти торговый город Бейжин на карте мира, которая была в школе. Теперь очевидно, что жители Урдаги чайным путем ездили в город Пекин. Да, конечно, потому что Пекин – это и есть город Бейжин. К сожалению, брат бабушки был обнаружен убитым ножом, когда земляки рано утром проснулись на берегу реки Ага. На коня и верблюда с товарами попутчики вернули родителям бабушки. Ей тогда было 9 лет, то есть это был 900-й год. В 1970-х годах исследователь и начальник Агинского окружного дома культуры Жигжаб Даржиевич Даржиев рассказал Дашдандокбатоеву следующее. Когда Гамбажапа Цыбикова отправляли в опасное путешествие в Лхасу, то огромную роль сыграли жители Урда-Аги. Земляки обеспечили некоторым снаряжением для дальних путешествий и дали ценные советы. Так, на дорогу Гамбажап Цыбиков получает ценный подарок от своего друга, бурятского врача Бадрасада Ямпилова, который учился с ним на медицинском факультете Томского университета. Этот подарок состоял из лекарств и различных трав, которые могут пригодиться во время трудного перехода через пустыни и высочайшие перевалы. А мы из книги помним, что он в дороге хворал и не раз. Наверное, этот подарок помог тогда. Вампилова Долма родила детей Дашираптан, Ринчиндоржа и Бала, а Рыкзитма Вампилова вышла замуж за Эрдени Вамбациренова, который стал по существу последним главой дореволюционной Хоринской степной думы. Избирался также главным тайшой 1898 по 1902 годы. Интересно, что Вамбациренов являлся русским по национальности. Так получилось, что с рождения его воспитывал бурят Вамбацирен. По рассказам жителей Таптаная, Эрдени часто приезжал в местность Ампил-Хунды. Сын Бадмаева Вампила, Вампилов Гамбажап, был женат на дочери одного из богатых агинских бурят Долгар. Отца ее звали в народе Сандын-Ноин. К сожалению, сведения о сыне Балудина нам не удалось обнаружить. Вампилов Гамбажап имел детей Циригму и Дашдандока. Циригма родила детей Юмдаржа и Клару, у Дансухан Бадмы также воспитывалась дочь Демид. Об Адмаевой Демид мы расскажем в дальнейшем. Следует заметить, что буряты Хоринской степной думы преодолевали довольно большие расстояния, добираясь до Агинской степной думы. По существу можно представить, как на конях ездили буряты, а на пути встречались и малые и большие реки, и русские поселения, но буряты все же преодолевали все эти трудности. А теперь рассуждают о том, как мог Чингисхан с многочисленным войском и имуществом добраться до центральной России на конях. Но, однако, все это умели буряты и доказали в свое историческое время. Таким образом, на основе проанализированных архивных документов и устных
воспоминаний старожилов мы представляем генеалогическое древо Бадмаева-Жимбе, Бадмаева-Сультима, Бадмаева-Анчика и Бадмаева-Ампила. К сожалению, мы в настоящий момент не можем выяснить, кем стали во взрослой жизни дети всех Бадмаевых. Очень кратко поведали о дочерях Бадмаева-Вампила, Вампиловой Дежит и Вампиловой Рыкзыдмы. Однако нам не удалось обнаружить данные о других дочерях Тансухан-Бадмы, кроме Демид. Тем не менее, сегодня мы определенно можем представить, что род Бадмаевых берет начало от Тансухан-Бадмы. Напомним, были братья Бадмаевы Жимбе, Сультим, это Александр Бадмаев Анчик, Ампил, Будда, Дамдин, Жамсрын. Жамсрын – это уже Петр Бадмаев. В предыдущих опубликованных работах есть неточность в отношении пятого сына Тансухан-Бадмы, Будды Бадмаева. В дореволюционный период в городе Чите открылась мужская гимназия. В значительной мере этому актуальному событию способствовали именно агинские, селенгинские, барагузинские, хоринские и чекойские буряты. Активно включились в этот процесс, понимая необходимость этого мероприятия для просвещения народа, и ламы многих датсанов Забайкальской области. Так Будда Бадмаев 31 июля 1881 года лично пожертвовал 100 рублей на учреждение в городе Чите мужской гимназии. На строительство выделил 60 тысяч рублей анинский датсан со своими прихожанами, и 1000 рублей добавили ламы датсанов Хоринской степной думы, а также ламы агинского датсана выделили 40 тысяч рублей. Все собранные деньги положили в банк города Иркутска. В итоге гимназия была открыта, и в ней учились дети как бурят, так и русских. Интересно, что первым выпускником гимназии стал будущий профессор Гамбажап Цыбиков. С ним учился яравнинский бурят Базарсада Ямпилов, вошедший в историю медицины России как первый европейский врач, представитель бурятского народа. Тогда в гимназии обучались и юноши из города Верхнеудинска, то есть Улан-Удэ, по состоянию 1934 года. Так окончил гимназию русский по национальности Михаил Владимирович Танский, который впоследствии стал первым европейским врачом, выходцем из города Верхнеудинска. При начальном периоде советской власти вырос до профессора, не забывший родных корней, выдающийся врач-венеролог и организатор здравоохранения еврей Вульф Моисеевич Броннер. Соответственно, все они были яркими представителями многонациональной Забайкальской области. При этом следует заметить, что гимназии еще не были организованы в городах Верхнеудинске, Троицко-Савске и так далее, в Кяхте. Троицко-Савск – это Кяхта. На этом закончим 16-ю часть. Текст от авторов читал Баир Дугаржапов, ведущий научный сотрудник Агинского национального музея имени Гамбажап Цыбикова.